О том, что происходит в Алеппо, о том, что делают с мирным населением боевики, так называемого ИГИЛ, давайте прямо сейчас попробуем узнать у Александра Шумилина, директора Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Александр Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, все-таки для начала хочется вот о чем вас спросить. Идет битва за Мосул. Только что ИГИЛ смогли отбить город Пальмира. Однако все внимание СМИ и политиков все-таки сосредоточено в Алеппо. От чего так? Алеппо в последнее время город стал символом трагедии, символом варварства 21 века, ибо это чрезвычайно населенный город, его восточная часть населена так же, как и западная, очень густо. И тот факт, что этот город и восточная часть подвергается варварским бомбардировкам последние несколько месяцев, это вызывает возмущение всего цивилизованного мира. Поэтому вот эта дикая операция по блокированию города и уничтожению жизненно важных коммуникаций там, она контрастирует, кстати, в значительной степени с тем, что происходит в Мосуле, и, безусловно, увы, с тем, что происходит по другим причинам, контрастирует с тем, что происходит в Пальмире. В последнее время постепенно войска Асада, соответственно, все его союзники, Иран и Россия, перешли именно к наземной операции по модели Мосула. Вот. И эта наземная операция дала плоды. Сирийские и прочие шиитские подразделения вошли в город и проводят там зачистки. Вот этот вопрос хочется сейчас отдельно обсудить, потому что, на самом деле, вы знаете, когда идет война, у меня нет сомнений, что в других городах, где воюет международная коалиция, не льется меньше крови. Может быть, меньше, но, по крайней мере, выглядеть это должно примерно, на мой взгляд, так же. Хотя бы почему? Хотя бы потому, что приходит противник в какой-то район, который он захватил, и дальше вот то, что сейчас рассказывала моя коллега Шахида Якуб, начинается выделение людей, которых они считают врагами, и просто чуть ли не расстрелы на глазах у всего остального населения. Это одинаково выглядит в Мосуле и в Алеппо? Нет, насколько мне известно, мы должны, конечно, собрать максимально полную информацию об этом, но на данный момент и в принципе это не может выглядеть одинаково, потому что за гуманитарными аспектами, в том, что касается операции в Мосуле, следят, конечно, основательно западные советники. Они стараются не допускать это. И это очень важное обстоятельство, потому что заранее предполагалось изначально, что поскольку в штурме Мосула будут задействованы шиитские подразделения, по виде, не будем уточнять, то они могут начать расправы с местным суннитским населением. Так вот, если такие факты и были, то они минимальны. А почему, кстати, какие целеполагания у западной коалиции не допускать такого зверского кровопролития, ну, кроме общих гуманистических соображений, может? Не следует недооценивать гуманитарные составляющие, ибо в западном сознании это настолько важно, что она очень быстро трансформируется в политическую составляющую и становится важным фактором в оценке действий руководства той или иной страны, вовлеченной в данную операцию. Теперь смотрите, когда мы увидели, что ИГИЛ, на первый взгляд, боевики ИГИЛ довольно легко, как может показаться издалека, смогли захватить Пальмиру второй раз. И сейчас мы видим, что в Алеппо бои продолжались очень долго, авиация бомбила, и начинаются настоящие зачистки. Может сложиться впечатление, что армия Асада не слишком хорошо воюет, но слишком хорошо только зачистками занимается. То есть она что, эти подразделения умеют хорошо выполнять только полицейские и карательные функции, или я ошибаюсь? Но вы близки к той оценке, которую разделяю я, ибо армия Асада далека от высокой степени боеспособности. Это общее мнение большинства ведущих аналитиков, и она действует в основном в тесном
сотрудничестве с такими подразделениями, как Хизбалла, шиитские и прочие шиитские милиции и разные другие группировки. По сути дела, это группировки иностранных боевиков из Ирака, из Ирана, из других стран, кстати, арабских частично стран. И именно они выполняют основную роль главной боеспособной силы. А вот зачистками занимаются, я думаю, что все поровну, все в равной степени. А их противники занимались чем-то подобным? У меня нет информации такой, на которую можно было бы положиться, что они занимались именно целенаправленными зачистками. Есть информация о том, что велись обстрелы западной части из восточной части, да, этими группировками, может быть, не очень избирательные. Ну, по крайней мере, их нельзя сравнивать вот с тем, о чем сейчас рассказывают свидетели о вот этих просто массовых казнях и убийствах. Скажите, как вы думаете, а что происходит в Пальмире сейчас? Какова задача ИГИЛ в данном случае? Она вряд ли сводится к тому, чтобы отомстить местному населению за свое предыдущее поражение. Ибо Это важно. То есть ИГИЛ не пришел мстить местному населению. А можно предположить, что ИГИЛ легко заняли Пальмиру, потому что Пальмиру легко отдали ИГИЛ? Или это теория заговоров? Нет, нет, нет. На мой взгляд, я знаю все теории с обеих сторон заговорческие на эту тему, но в данном случае все гораздо проще. Вряд ли и Асад собирался отдавать, по большому счету, хотя оставим некоторый простор для допуска того, что это сделано намеренно. Но главным образом из-за того, что все силы Асада сконцентрированы на одном участке в районе Алеппо, большинство, большая часть, то оголились другие участки, и в данном случае очень символичный объект в виде города Пальмира. И именно этим участком решили воспользоваться игиловцы для того, чтобы продемонстрировать сохранение своей боеспособности и тем самым показать, что не по всем линиям фронта они отступают, вот, что они еще могут наступать, и, соответственно, проникновение в Пальмиру, где, как мы знаем, состоялся тот самый знаменитый концерт симфонический, вот, как раз это наносит очень мощный удар имиджевого плана. Спасибо. Будем следить очень пристально за всем, что происходит в Сирии. И, видимо, сейчас особенно пристально за тем, что происходит в Алеппо, и тем, что напоминает действительно гуманитарную катастрофу. Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, на связи со студией «Настоящего времени». Спасибо большое.